В прямом эфире Чеченской Вести я, Рамзан Абоев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится вторник, 2 июня. Точки роста. Передавая слова благодарности Адалбидом войн. Есть замечания и основы. Вопросы социально-экономического развития обсудили на совещании под председательством Рамзана Кадырова. Тренды и технологии. Такие выставки становятся площадкой, где встречаются производители, поставщики, инвесторы и потенциальные заказчики, формируя новые деловые связи и перспективные проекты. В Грозном стартовала выставка строительной индустрии «Чеченской Экспо». Тайны золотого ключика. Театр юного зрителя представил спектакль «Буратино». Объем валового регионального продукта вырос по сравнению с 2023 годом на 22,6%, превысив 539 миллиардов. Об этом председатель правительства сообщил на совещании по социально-экономическому развитию, которое состоялось под руководством Рамзана Кадырова. В ходе встречи обсудили реализацию нацпроектов, динамику налоговых доходов, оборот розничной торговли и ликвидацию последствий паводков. Об основных итогах развития республики в репортаже Турпала Тайсумова. Совещание посвящено текущему состоянию социально-экономического развития Чеченской Республики, а также другим актуальным направлениям. Открыв встречу с членами правительства и кабинетом министров, глава региона Рамзан Кадыров отметил рост показателей во многих отраслях деятельности субъекта, что, конечно же, не может не радовать. Ассаламу алейкум. Сегодня мы обсудим вопрос социально-экономического развития Чеченской Республики. По этому направлению у нас неплохие показатели. Мы сохраняем устойчивую динамику развития. Успешно реализуются государственные программы и национальные проекты. Выполняются все социальные обязательства. Сейчас хотел бы слушать подробный доклад по текущей теме Даудова Магомеда Хулиахмедовича. Подробнее об успехах и задачах в сфере соцэконом-развития был зачитан доклад председателем правительства региона Магомедом Даудовым. Он отметил, что объем валового регионального продукта в сравнении с прошлыми годами вырос на 22,6%. Объем отгруженных товаров за январь-апрель стал больше на 19,2%, а строительство на 44,2%. План по налогам и неналоговым доходам на 1 июня выполнен уже на 113,3%. В текущем году предусмотрена реализация 75 региональных проектов, входящих в состав 13 национальных. Завершены работы по заключению контрактов и договоров на сумму 90,1% от общего объема финансовых средств. В 2026 году запланировано строительство, реконструкция и капитальный ремонт 163 объектов. Согласно поручению Рамзана Кадырова, продолжается работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Правительственной комиссией утвержден комплексный план с указанием объемов финансирования и сроков завершения работ. По Чеченской Республике комплексный план предусматривает мероприятия по восстановлению и строительству объектов социальной сферы, дорожного хозяйства, строительства и ЖКХ, энергетики, сельского хозяйства и берегоукрепления на общую сумму 23 миллиарда 283 миллиона рублей. Лерме мехда военнаинц пушер донуш доштак додеч хилил опользнеш муссу сфере. Социальная сфера, дорожное хозяйство, строительство, энергетика, сельское хозяйство, берегоукрепление, комиссии, банбина, Рамзан Марш, военная республика Хилдолзия на данный момент 23 миллиарда 283 миллиона дуэлла и суммы Белгалиалек. По состоянию на 1 июня подано 34 095 заявок на получение единовременной выплаты и финансовой поддержки в связи с утратой имущества, из которых одобрено 33 194. Чухидали, цену галдала, зен юкливана, заявк ина, шен зехала алла, чувендел дола, портал чудел дол заявление 34 095 ду, суна Рамзанова 33 194, сун зехала уже подтвердит динаду
Десен заявление штяхин звонит ярен 25-26 дендол дорне даже уже 40 чем-то дому иштиона цатре он шках чухидал юни шгалдол меткер ушу вайча эсхилитер диона эц юк байт набуй. Согласован проект распоряжения о выделении денежных средств из резервного фонда правительства России в сумме 175 миллионов рублей на финансовое обеспечение выплат пострадавшим гражданам. Сега муда вай Рамзан Ахмадович. Тадухар вай зи хилдол зи эснагана وای اوجه اخش حدا لريت صحويشة أحبروچيني يلريتر وای بودجيتيره وای تعصفونش كرغوش تو 134 مليون اوجه ناقنا 15 دليش بولجانا частичная утрата полная утрата аж тадал доли нервы процесс сетсетита дополнительно Минфин России ала через МЧС на тига уже распоряжение ала 175 миллионов снаган тадала билгал дакновый. Работа в данном направлении, Рамзан Ахматович, продолжается. Кроме того, Магомед Даудов рассказал о недавней его поездке в Москву в рамках решения вопросов развития Чеченской Республики в целом. С министром экономического развития Российской Федерации они обсудили вопросы финансирования второго этапа развития особой экономической зоны Грозный и реализацию крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов. С министром просвещения России подробно рассмотрели строительство дополнительных учреждений в сфере общего и дошкольного образования, а также проведение капитального ремонта в существующих объектах. Кроме того, во время встречи с министром финансов страны было согласовано выделение дополнительной помощи для завершения проекта грузового терминала в международном аэропорту Грозный-Северный имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. По вашему поручению в ходе командировки в Москву провел встречи в рамках решения проблемных вопросов развития Чеченской Республики. С министром экономического развития Российской Федерации обсудили вопросы финансирования второго этапа развития особой экономической зоны Грозной и реализации в республике крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов. С министром просвещения Российской Федерации подробно рассмотрели вопрос строительства новых учреждений. Война до 2027 года в школе и садике Рамзан Ахматович Белгалиактан. Так, войн маха ардел гитам. Алхамдулиллах, вой дольш рождаемость. Россия первое место. Именно 150 школ всего Россия распределит 150 школ в 89 регионах. Войн олсом якнир, а поручение цены. Ну, вой рождаемости حجم من قي سونق أي شر حبروچين إسلام مش أو يبسط دراسة جها حصل كي تشادنا إدعاء عيتن سوتي عبوق بالبدال وقيت أي أخ قي وشكولا إسو سادك ويت أي أخ. А также проведение капитального ремонта существующих объектов. На данный момент объект садик, школ, ремонтен يقيت الله إذا منستر دي سادت إن سودي عدال ملخص خوش باودي سويتي وش تجي سالي دغان درتو خز تريش شقاي لردوان رمضان أحمدش داخل تندوت قار وبروشتاق داخليش دو ألشة ثاني هم يشي يقي برنامج استعويش دال ملخص سودي عناق وصل دي دو ألدا سريت شقيلر. В соответствии с вашим обращением в адрес президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в ходе встречи с министром финансов Российской Федерации рассмотрели вопросы оказания дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета для осуществления первоочередных расходов, пересмотра соглашений по прямому счету Рамзан 2014 года и соглашение из 2024 года Шиншанан продлит тенера, а порученица из 2035 года продлит и программ яин цунт гайта на так на маха министр финансов в конце месяца командировка республики запланировать. حاجة в целом ديونا أدوبريت ناتسو دي عدال مقلحقي إبردلت ياش ديونا وبوقت سبيت سدول ونالجا ويدادس ديفيتسيت ديونا يولشل 16,4 مليارد ديونا تعرض شرح 1 مليارد وعي ловез. Снятие ограничений на распределение дотаций на выравнивание для субъектов с положительной динамикой рождаемости, а также единовременные выплаты участникам СВО. Рамзан Ахмадович, еще вопрос, он обсудит и надо положительный, оценка. В рамках встречи согласован вопрос выделения дополнительной помощи для завершения проекта строительства грузового терминала в международном аэропорту Грозно-Северный имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова.
Тогда он вчера войн инвестиционный проект Рамзан Аван чистый инвестиционный проект, инвестиционный проект я хаш годир до Алла. Тогда он вчера войн международный терминал аэропорт Хайленд شو دعاء وين يجروش ديونا تيجا يشق يا أخش ويدل الدنيا دعاء أنشر قشرة ديونا إتبلغنا قيچ 350 миллионов выделитنا. И 363 миллиона рублей на приобретение учебников федерального компонента. Изи Рамзан матч, каждый шараха федеральный компонент дион список уже тысяча книг, да я ешхулюш с эниш ешхулюш плюс цац книг шхит ешхул дион. Тогда он шараха поручение диона серс боха бина и 363 миллиона на книг шиатир قشرة диона дал мулах диона а поручение и вопрос чакадакна из книг дал мулах уйцрю. Более детально обсудили мероприятия по исполнению поручений президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в части оптимизации расходов бюджета и внесения изменений в программу оздоровления государственных финансов. Премьер-министр напомнил, что несмотря на дождевые паводки, поручения Рамзана Кадырова, в том числе по развитию горных районов субъекта, выполняются в срок. Рамзан Ахматович елил поручение Республики на год развития горных районов и поддержки малого и среднего предпринимательства. دقيق ندول شو استياح وينا هرشيس خلال بعندوش سرنا ديون باخ ديل كيتم ديك دعبيوش بون غورن ريون شكا داش هرشيس خلج olsun diyor, tatsum privilege da горный يشخلي глав шашбол чах каждый министр глава белгмет еш ечан город Грозный город Иргун шайол хозяйство идуктуна киет дочь объект именно дион торговой точки или тига белгмет этуостер киет нис деш мелла шей налоговый баз хала yok шей финанс дион хакан шейн дуй гуна жамзамач вая район шкирия города шкирия хакер доп дахвоч республики хала еще шатся по закону дион шаш шей гукда ишхула дион в этом плане делает моша ديك تسبل بوخ بيشبو إدارية نيس دولارية تقدر دولار والله ديون أمسكوا دعوة شيء تخوش ديون حقتنا شيني خوش حتريبو وتنس تخوش ديون حب عندوشي وشي دال ديق الويل ديون سنياق سنبيرك بعندوش عيش دو دال ملحا قينت إدلن دول ديقر بروشيني حوريزي وش ويقومن على أو بينج بلغن أو يحكي يشو وش ديون Рамзан Кадыров дал понять, что каждое его задание подразумевает 100% выполнение. Ответственность за исполнение поручений несут главы муниципальных районов. Поручение, что выполнить есть, да, самосарадом. К тому да, войн, халадон, мазимитацийный хочедон, войны, цин, кирчточдон. Проблем щедасном, инцидом из проблем щедасном. До конца года он наконец решит не целый вопрос, он спросил главу района говорю, да, он из серьезного вопроса, да, проблемный вопрос, ходит он любой замгал, да, он из несеиз, да, он президенту войну, что он дикациян гаю, да, по линии социально-экономического направления, да, он по линии СВО, массу авард, войн отдельно мелдеш, и войн передавая слова благодарности, войн есть замечания, ясно, войн, Дина Бусава, вышел гор министерства ведомства, Шаша Волчадон, Гойч туда, Шашдон, Шаладон, результат числа слабо митигацию дон лешник дон орама шин эдилат саш дон шадон лахалош крадеш дон шибал келдом йода еще идея дон ши реализация возможность яса дон и председатель правительства диван глава республики диван дон ардуца дагеш дон ардуца хальши о сауна осылды додасн Орама давай болгдон бэлсоби спудон опознашкольчина докзир лавайн из дукдик баба вандуш особенно представитель правительства баба вандуш самон давай вакайс солчина вай хастреби дон и орчум бэзон болгдон бабиш бэсби чек бэш бэс амел добиши дон Qu'est-ce que je passe là? Le bois, donc mais le bois de sauver, le bois là, sauver le bois là, et ça m'a adoré le bébé pour le bois. Ouais, guiné d'as là, un gouche dans région jusqu'à dans la hayat, ouais dans, et après budget sur région jusqu'à des goins.
ويدو شعديك دون وين تمش دون يقيوي دون لاردل ديش دون شريل زوات دون دالدي عبيد كيوين دالتو برمسيري دون. В целом ситуация с экономикой и другими направлениями остается на хорошем уровне. Завершилась встреча на взаимном пожелании успехов по работе во всех отраслях. Торпа, Лолита Исумов, Сайтымин Мусаев и Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Из Саудовской Аравии вернулась группа чеченских паломников. Совершили хадж также первые заместители председателя парламента Салман Закриев и дочь первого президента Арайхан Кадырова. В грузинском аэропорту их встречали друзья и родственники. Ежегодно миллионы мусульман со всех уголков планеты устремляются в Мекку, чтобы исполнить один из 5 столпов ислама. Стоит отметить, что в этом году, благодаря региональному общественному фонду имени Ахмата Хаджи Кадырова, посетить святые земли смогли около 200 паломников из республики. Из грузинского аэропорта в зону проведения СВО отправилась новая многонациональная группа добровольцев. Все они прошли подготовку в Российском университете спецназа, где освоили тактические боевые навыки для выполнения поставленных задач. Расходы на экипировку полностью взял на себя региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. На летном поле к добровольцам с напутственными словами обратились официальные лица, пожелав им скорейшего возвращения с победой. Мотивация должна быть всегда. Дома люди ждут, девушка, семья, брат. Да, есть мотивация конкретно. Хочу стране сказать, ждите с победой! Мэр Грозного Хасмагомед Кадыров проверил ход восстановления многоквартирного дома, пострадавшего от пожара в одном из микрорайонов столицы. Градоначальник ознакомился с темпами и качеством проводимых работ. На объекте задействованы все необходимые силы и средства. Специалисты уже приступили к обновлению фасада. Параллельно ведутся внутренняя отделка, заливка бетонных полов и ремонт инженерных коммуникаций. Сразу после ЧП семьи были распределены по съемным квартирам за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Также благотворительные организации обеспечивают их продуктами питания. общие сложности, внутренний ремонт, да, есть черновой вариант, допустим, завершающий свои шахтами, практически возможно, кровля 85%, порыштары, выше 90%, фасада, да, есть внутренний отдел, инженерный сеть, 70%, арабия, что самое активно работаем, частяшки, электрик, отопление, хитслек, чайник, а еще тахар, шел, квартире, кончалданцы, подной на ашерц, уже üç hayatçı da внутренний счастливый вариант, нервойся, выбрать на дальше работу. Подсистема, минуция, вирсунция, может доказать, а чего из-за такого было, но я улицу, шел на кача, фасад, чайник, шлайер, всего срок 16 переездов, в то же время качество и соблюдение. Я знаю, что после пожара хожу, живу, что там буквально что Рамзан человек условия, они не больше, что видели, вот там что мебель, дистанцию человек, куда больше, я ходил, живу, стежки, шлайволы, нечто, муж, электрика, черновой лояль, что свой, что да, эмоции, что В Грозном стартовали сразу две крупные выставки «Чеченской Экспо» и «Мебель и интерьер». Это знаковые события для строительной и мебельной индустрии. Более 100 компаний представили передовые строительные материалы, инженерные системы и мебельные комплектующие. О новых трендах и технологиях в репортаже Мадины Кураевой. Впервые две масштабные выставки в едином формате на одной площадке. Открытый футбольный манеж Грозного на несколько дней стал центром притяжения представителей строительной, промышленной и мебельной отраслей со всего Северного Кавказа и различных регионов страны. Это 15-я ежегодная выставка «Чеченской Экспо» и 9-я ежегодная выставка «Мебель и интерьер». В этом году впервые в едином формате проводятся у нас две выставки, что позволяет нам значительное масштабирование экспозиции, и это способствует увеличению количества
участников, количество посетителей, и тем самым вызывает еще большой интерес у представителей строительного и мебельного бизнеса. То есть это комплексная площадка, которая действительно будет способствовать именно успешному развитию строительного и мебельного бизнеса в нашей республике. И мы рады, что с каждым годом наши выставки уже вызывают все большой интерес. Более 100 компаний представили современные строительные материалы, инженерные решения, оборудование, технологии благоустройства, новые коллекции мебели, дизайнерские разработки и предметы интерьера. Мы более 23 лет являемся мебельным ателье и делали индивидуальные заказы. Сейчас мы меняем свой формат, выходим на поточное производство и хотим, чтобы наше качество стало доступным по наличию, чтобы люди не ждали, потому что индивидуальное производство – это все равно большие сроки, так как у нас очень шикарное качество, мы не работаем с ЛДСП, ДСП, поэтому у нас сроки большие. Мы вообще почему приехали? Мы заметили огромный отклик, огромный запрос от Чеченской Республики. У нас очень много заказывают мебели. Нас и раньше звали на эту выставку, но мы занимались другими регионами, другими городами. И как-то такой акцент не делали на Грозном. Но когда мы увидели, что мы запустили поточное производство, и Грозный прям очень тепло, радушно реагирует, столько теплых слов мы услышали. То есть многие есть позиции, которые людям откликаются, они говорят нам очень много теплых слов, а нас это радует, мы для этого и работаем, мы работаем для людей. Объединенный формат позволил участникам продемонстрировать полный цикл создания современного жилого пространства от возведения объекта до его внутреннего оформления. Особое внимание посетителей привлекли инновационные строительные решения и авторские дизайнерские проекты. Представляем профильные системы освещения для гипсокартона. У нас очень развита в Чеченской Республике стройка сейчас на данный момент. И в эти квартиры, дома, теневые профиля, для гипсокартона скрытые карнизы, для штор, подсветки, светодиодные ленты. Все это у нас в наличии имеется. Магнитные треки, трековые системы. Все. Нашли уже покупатели. Очень полезная выставка для нашей республики, для магазинов, для малого бизнеса, для больших бизнесов. Очень приятно удивлены, конечно, и хочется поблагодарить организаторов и всех, кто в этом участвовал. Мы представляем здесь два завода-изготовителя. Штукатурное оборудование Smart Technology, город Стамбул, Турецкая Республика, и пневмонагнетатели Рети. Для нас это в первую очередь престижно. Мы первый раз в городе Грозном, город принял нас очень гостеприимно. Ожидания – это новые знакомства, плодотворные знакомства и, естественно, продажи. Хотелось бы рассказать больше по Северному Кавказу, что такое вообще механизация в отделочных работах, поделиться опытом. Такой формат выставок заметно расширяет аудиторию мероприятия и создает дополнительные возможности для заключения контрактов и обмена опытом между представителями смежных профессий. Глава региона, герой России Рамзан Ахмадович Кадыров объявил 26-й год годом горных районов и МСП, и поэтому активно сейчас идет строительство и в горных, и предгорных районах. Я думаю, что здесь очень много будет интересно для наших инвесторов, которые сейчас активно строят отели и базы отдыха. Какие-то интересные заметки не только для себя. Как раз таки часто к нам люди обращаются с точки зрения строительства модульных баз, то есть и модульных гостиниц. И я здесь посмотрел некоторые идеи, которые могли быть очень им интересны. Я обязательно с ними поделюсь. Выставки «Чеченстрой Экспо» и «Мебель и интерьер» уже давно стали важной частью деловой жизни региона. Они способствуют развитию предпринимательства, привлечению инвестиций и укреплению статуса Чеченской Республики как одного из центров строительной активности на СКФО. Строительная отрасль Чеченской Республики остается одной из самых динамично развивающихся в стране. Только за прошлый год в регионе введено свыше 3 миллионов квадратных метров жилья. А такие выставки становятся площадкой, где встречаются производители, поставщики, инвесторы и потенциальные заказчики, формируя новые деловые связи и перспективные проекты. Выставки продлятся до 4 июня и ждут посетителей. А представленные здесь идеи, технологии и деловые договоренности в ближайшем будущем могут найти свое воплощение в новых жилых кварталах, общественных пространствах и современных интерьерах республики. Мадина Кураева, Молсар Хаджиева, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика.
Что если путь к заветной мечте лежит не через покой, а через отважную борьбу и верность своим идеалам? В Театре юного зрителя состоялась премьера спектакля «Буратино» по мотивам сказки Алексея Толстого. На грозненских подмостках ожили любимые персонажи детей – мудрая черепаха Тортила, хитрая лиса Алиса, жадный кот Базилио и строгий Карабас-Барабас. О том, как важно в любых обстоятельствах оставаться самим собой, в репортаже Рабят Гатиевой. Иногда, чтобы найти сокровище, нужен всего лишь один золотой ключик. А чтобы оказаться в сказке, нужно посетить театр юного зрителя. Именно здесь оживает история, на которой выросло не одно поколение. История о любопытном деревянном мальчишке, который искал ответы на самые важные вопросы и попадал в невероятные приключения, развернулась на сцене Грозненского театра. Долгожданная премьера спектакля «Буратино» подарила зрителям незабываемое путешествие в детство. С первых минут зрительский зал погружается в атмосферу волшебства. В небольшой каморке одинокий папа Карло мечтает о счастье и собственном театре. И кажется, настоящее чудо происходит прямо на глазах публики. Из простого полена рождается озорной, любознательный и неугомонный Буратино. Чудеса начались. Ой, аккуратнее, стой! На сцене одним за другим появляются любимые герои знаменитой истории. Мудрая черепаха Тортила, хранящая главную тайну сказки, хитрые лиса Алиса и кот Базилио, который строит свои коварные планы, и грозный Карабас-Барабас, пытающийся удержать власть над кукольным театром. Особое впечатление на зрителей произвели самые узнаваемые моменты сказки, где каждый эпизод сопровождался яркими декорациями, музыкальными номерами и живыми эмоциями. Особенность постановки как раз и есть многочисленные музыкальные номера. Практически каждый персонаж появляется на сцене со своей песней, а яркие музыкальные постановки были идеальным дополнением. Музыка сопровождала зрителей на протяжении всей истории, делая происходящее еще более динамичным, красочным и захватывающим. Это же изначально мюзикл, но мы немного постарались приблизиться, чтобы и сюжетная линия здесь была, чтобы и актеры играли, и пели, и танцевали. В общем, это такая очень яркая вспышка в глазах детей, чтобы получилось. Настоящим украшением спектакля стала актерская игра. Артисты буквально жили своими персонажами, и обаятельные сказочные герои смогли создать ту атмосферу, которая одинаково увлекла и детей, и взрослых. Мы понимаем, что если мы хотим развиваться как театр, показывать новые классные какие-то истории, важно что-то новое привносить. Поэтому мы привлекаем специалистов со стороны, пытаемся все больше и больше раскрывать наших артистов. На примере спектакля «Мне рассказал старик» мы показали, что умеем работать с куклами. В «Пряничном домике» мы показали, что можем петь вживую на сцене. То на сей раз нам хотелось показать, что мы еще немножечко танцуем тоже. Вот. И был привлечен блестящий педагог с города Волгоград. Она, можно сказать, и день, и ночь работала с нашими артистами, чтобы они все-таки дали вот эту искру, вот этот драйв, который сегодня мы увидели на сцене. Эмоций в зале невозможно было не заметить. Дети с восторгом сидели за приключениями любимых героев, смеялись над проделками Буратино и искренне переживали за него в самые напряженные моменты. Мне нравится Арлекино. Он смешной и тоже крутой. Мне очень сильно понравился. Это самый лучший спектакль, который я видела. Мне понравился спектакль. Главный герой мне понравился. Это, печальный такой. И я получил 3 монетки, и вот у меня пазл. Весь спектакль был незабываемый. Больше всего мне понравилось Пьеро и Мальвина.
Почему? Потому что когда они встретились, они увидели друг друга, и мне очень сильно это понравилось. Взрослые же, в свою очередь, ненадолго откинули все свои заботы и вновь открыли для себя знакомую историю, но уже повзрослевшим взглядом. На сегодняшний день эта сказка лично для меня, она отображает вот то, что я не могла увидеть в детстве. Потому что сегодня я видела уже смысл. Добро и зло, которое мы видим в детстве, оно воспринимается сегодня совершенно по-другому. Я заново пересмотрела сказку и была впечатлена. Но надо дать должное тому, что игра актеров сегодня была просто на высоте. А здесь мой внутренний ребенок получает огромнейшее удовольствие. Смотрела и фильмы, и мультфильмы, но то, что ты видишь в театре, когда живые люди показывают эмоции, это абсолютно другое. Эта премьера стала особенной не только для зрителей, но и для актеров труппы. Исполнитель роли Буратино Саидмагомед Аслаханов отыграл так, что зал не мог сдержать восхищение. Глядя на его озорство и легкость, невозможно было поверить, что это его первая большая роль. И сразу главное. Готовиться к данной роли было, с одной стороны, затруднительно, а с другой стороны, очень интересно даже. Готовились мы всей командой, в большем случае и команда помогала. А сегодня вот был дебют мой, пришли зрители, их энергетика тоже помогает. В большем случае, когда ты выступаешь, видишь их вот счастливые лица, как они смотрят на тебя. И из-за всего этого вот появляется такая энергетика, что хочется еще дальше и дальше играть и не прекращать. Однако сказка не закончилась финальными аплодисментами. После спектакля гостей ждали увлекательные тематические площадки и развлечения. Маленькие зрители смогли увидеть тот самый театр кукол Карабаса-Барабаса и познакомиться с мастерской папы Карла. Также для гостей подготовили сладкие угощения, яркие фигурки из воздушных шаров, аквагрим и интерактивные игры. Поэтому многие дети после спектакля еще долго не спешили покидать праздник. Нам тебе 2 монеты за задание. Настоящие сказки, они не имеют возраста. И золотой ключик Буратино по-прежнему способен открывать двери в мир чудес для каждого. Для этого стоит лишь в них поверить и посетить Грозненский театр юного зрителя. Рабиат Гайтиева, Шамсудин Жабраилов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. В Грозном состоялась презентация 2 книг главного редактора газеты «Даймох» Бовайсара Шамсуддинова. В издание вошли поэтические произведения и прозаические труды. Они посвящены истории чеченского народа, его духовным ценностям и знаковым вехам общественной жизни. Работы стали отражением многолетнего литературного пути и художественных поисков создателя. О том, кто пришел поздравить автора с важным событием, смотрите в следующем сюжете. Под аккомпанемент поэтических чтений проходит презентация сразу 2 книг Бовайсара Шамсуддинова «Херджинаш и Цадуая Чуртан Индага». В эти издания вошли стихотворения и роман в стихах, а также прозаические труды, пьесы и рассказы. Для Бовайсара Шамсуддинова это уже 4-я и 5-я по счету книги. Писатель, поэт и публицист известен своим многогранным творчеством, но именно эти 2 издания, как делится автор, занимают особое место в его литературном багаже. Стихи Бовайсара Шамсуддинова находят отклик и в музыке. Его вдохновляющая лирика звучит в песнях. Сегодня одну из таких композиций исполнил заслуженный артист России Валид Гадаев.
Презентация в Национальной библиотеке, приуроченная к 75-летию со дня рождения первого президента Ахмата Хаджи Кадырова, собрала научную и творческую интеллигенцию коллег, друзей и близких автора. Выступавшие высоко оценивают вклад Бувайсара Шамсуддинова в развитие чеченской литературы и сохранение исторического наследия. Стихшка роман нюхца изорбни ялла кюгиоз издол шаха асешню цаца турпалхово сташата и роман извай литература иштхила яц сужанра язин ца ушайхи ишт цуки парязина Бувайсар воцик таханлеждина каца автор вац. Творческий путь автора начался еще со школьной скамьи. Уже в 15 лет стихи и статьи выходили в Шалинской районной газете. Сегодня его работы публикуют крупные российские издания. Свежие, еще пахнущие типографской краской книги уже отправились на встречу своим первым читателям. Новинки поступили в фонды библиотеки, сейчас занимают свои места на полках. Совсем скоро шелест этих страниц наполнит тишину читальных залов. Рамзан Абуев, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. Грозинский аэропорт продолжает пополнять карту полетов. Аэрофлот запустил первый прямой рейс в Анталию. Теперь летать на турецкое побережье можно каждую неделю, быстро и без пересадок. В перспективе налаживание авиасообщений с Казахстаном и Кыргызстаном. Репортаж Медины Мударовой. Праздничная атмосфера у стоек регистрации и предвкушение долгожданного отпуска. Международный аэропорт Грозный открыл новую страницу своей истории. Впервые запущен прямой регулярный рейс крупнейшего российского авиаперевозчика «Аэрофлот» в турецкую Анталию. Торжественный запуск рейса прошел при поддержке Министерства Чеченской Республики по туризму. Это направление уже существовало, но оно существовало и долгие годы. Первоначально, я помню, мы поднимали этот борт с 2018 года, с Грозного. Правда, были другие авиакомпании. А на протяжении уже третьего сезона с Грозного летают на Аэрофлоте. Теперь полеты выполняются по вторникам и пятницам. Вылет из Грозного в 13:15, а прилет в 16:05. Самолеты рассчитаны на 150 эконом-классов и 8 бизнес-классов. Для пассажиров предусмотрено горячее питание на борту. Они отмечают высокий уровень сервиса и комфорта. Я из Владикавказа. Выбрали это направление. Мне как подарок на день рождения подарили его. Очень ждала, потому что с прошлого года мы не смогли полететь. Грозненские самолеты уже летают в Среднюю Азию. Планируется открыть направление в Бишкек, Актау, а также ведутся активные переговоры с иорданской компанией, чтобы открыть рейсы на Египет. Комфорт пассажиров на первом месте, отмечает руководство аэропорта. Направление в сегодняшних нынешних условиях очень востребовано, потому что мало куда мы можем пока летать. И то, что из существующих сегодня, вот это направление, которое мы открыли, Анталия мы летали, но чтобы летала авиакомпания «Аэрофлот», это было очень сложно. Но с прошлого года, позапрошлого года «Аэрофлотом» мы летаем. Это мы продолжаем свою традицию, отношение руководства «Аэрофлота» именно к нашему региону. Появление авиамаршрута не просто повышает транспортную доступность региона, но и создает двусторонний коридор, а также укрепляет связи между турецким и чеченским бизнесом. Медина Мударова, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Модный показ, вкусное угощение и стильные фотозоны. Именно так чеченское отделение Союза женщин России отпраздновало Международный день защиты детей. Главной целью этого яркого события стало создание творческой атмосферы, в которой каждый ребенок мог проявить свои таланты. Подробнее в следующем репортаже. В столице республики царила настоящая атмосфера волшебства. Масштабное мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей, превратило первый день лета в море улыбок и звонкого смеха. Региональное отделение Союза женщин организовало настоящий праздник радости и веселья. Мероприятие проводится для детей,
Ну и, естественно, для того, чтобы и поддержать наших детей в их творческом пути, очень много будет конкурсов разнообразных, подарков раздаваться, ярмарка большая здесь. И все наши союзницы здесь демонстрируют свое производство. Все являются предпринимательницами. А все самое интересное разворачивалось на площадке Республиканской детской библиотеки имени Михалкова. Привычное пространство превратили в интерактивный городок, где каждый уголок манил ребят новыми приключениями. Самое главное, дети нас копируют, они смотрят на нас. И то, как мы им предлагаем провести их каникулы, то они и делают. Мы сегодня им дадим книжку, они будут читать. Многие дети, к сожалению, не все знали, что у нас есть такая прекрасная библиотека, куда они могут прийти помимо лета, помимо летних каникул. Это в любое время года, любой сезон наша библиотека открыта. Я думаю, что сегодня детей через игру мы привлекли. Мы получили очень много наших будущих маленьких и взрослых читателей. Заместитель министра региона по национальной политике, информации и печати Ламберт Музуров обратился к собравшимся с приветственным словом. Он отметил, счастье ребенка начинается с заботы именно взрослых, которые его окружают. Благодаря первому президенту Чеченской Республики, герою России Ахмату Хаджи Кадырову Далгазу Тобулдуэн, мы можем сегодня вот так вот радостно, улыбаясь, радуясь всеми нашими благами, присутствовать на таких мероприятиях. Конечно же, огромная благодарность главе Чеченской Республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову, который делает все возможное и невозможное, чтобы у наших детей, у подрастающего поколения были все условия для вот этих вот улыбок, радостных настроений и всего самого наилучшего. Поэтому слова поздравлений прозвучали и от первого заместителя министра культуры республики Дины Шагидаевой. Она пожелала ребятам счастливого детства и поблагодарила организаторов за атмосферу настоящего торжества. Я от министра культуры Чеченской Республики Исы Магомедхадыевича Ибрагимова хочу всех детей поздравить с сегодняшним днем, с этим праздником, пожелать вам самого прекрасного детства, потому что у нас есть такой глава, который смог создать вам эти все условия. Мы сегодня можем отмечать эти праздники. И хочу поблагодарить всех организаторов, кто сегодня принял участие в подготовке этого мероприятия. И Союз женщин, и детскую библиотеку имени Михалкова, и фонд имени Кадырова. Для маленьких модников и любителей красивых снимков организаторы оборудовали стильные фотозоны, где дети с удовольствием примеряли на себя разные образы. На площадке организовано огромное количество увлекательных мастер-классов. К примеру, прямо за моей спиной проходят мастер-классы по лепке, а также рисованию. А чуть поодаль у нас здесь уголки для аквагрима и многих других интересных направлений. Отдельной точкой притяжения стала выставка продукции предпринимателей из Грозного. Каждая из них представила свой уникальный продукт. Особый восторг вызвала домашняя выпечка собственного производства от бренда Пейда Кача. Ароматные хлебобулочные изделия, которые расходились в мгновение ока. Как тебе продукция Пейда Кача? Очень вкусно, очень вкусно. Последний раз я такое пробовала, когда был дома у бабушки. Счастливые дети – это прямое отражение счастливой мамы. Поэтому на ярмарке нашли место и красоте. Была представлена целая линейка уходовой косметики компании Oriflame, как для мам, так и для малышей. Мы тоже хотим внести свою лепту, потому что дети – это наше будущее, это цветы жизни. Здесь натуральная, качественная продукция с любовью из Швеции. Потому что красивая, счастливая, здоровая мама – это как раз-таки счастье детей. Это очень важно. С мамой все начинается. Какой праздник и без угощений? Предприниматели подготовили вкуснейший перекус для детей. Сладость от компании Марзо и выпечка кондитерская Синабон. Все, а что ты хочешь? Вот это. Бери. Настоящей изюминкой стал модный показ от магазина детской одежды «Ашуркин бутик». Юные модели дефилировали по импровизированному подиуму в коллекции, где главный акцент сделан на национальную детскую одежду. С каждым днем дети все активно интересуются национальными платьями, что меня очень радует. Наша яркая вышивка ручной работы из горного хрусталя делает
делают особый акцент, яркость добавляют в платье. Дети с неподдельным интересом изучали каждую активность от мастер-классов до захватывающего пенного шоу, которое аниматоры устроили в кульминацию праздника. Всех участников угощали мороженым, сладкой ватой и попкорном. Мне здесь очень-очень нравится. Я даже смогла до мамы выиграть приз. Я люблю футболиста. Это Роналдо. Я сегодня хотела по подиуму как модель, и мне очень понравилось. И мне очень нравится мой костюм. Праздник подарил незабываемые эмоции и детям, и их родителям. Напомнив, что защита подрастающего поколения, поддержка семейных ценностей – это общая задача. Рабиат Гайтиева, Саид Амин Мусаев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.